В полдень в Жатае, пригороде Якутска, в котором проживают больше 10 тысяч человек, немноголюдно. Поселковые улицы вместо горожан и случайных прохожих облюбовали безнадзорные собаки. Животные с приходом потепления сбиваются в стаи, агрессивно защищая территории своего обитания. Местные жители жалуются на то, что безнадзорные животные напрямую угрожают их безопасности. Так, например, на минувшей неделе собака атаковала жительницу Жатая с двухлетним малышом на руках. От фатального исхода спас мимо проходящий мужчина. Как сообщили в администрации поселка, работа по отлову безнадзорных животных ведется регулярно и системно. Однако увеличению числа собак на улице Жатая способствуют дачники и жители частного сектора. Это острый вопрос, да, по отлову бродячих собак. У нас в прошлом году, если я сейчас не ошибаюсь, было 284. Это в общем. И собак, и кошек. Мы делаем рейды совместно с департаментом ветеринарии, нашей административной комиссией, участковым полицией, а также в частные сектора, где собаки не на цепи, где могут вырваться, там, побегать по улице и обратно вернуться. К таким, да, ездим, разговариваем, профилактические беседы проводим. С этим согласны и местные жители, которые возлагают ответственность за безнадзорных животных на владельцев дач и тех, кто допускает свободный выгул своих питомцев. Ведь это же зависит от того, что в летний период эти собаки живут на даче. Летом-то их нету. А зимой они хозяевам не нужны. Они, по-видимому, запустят, накормят, и опять собака всю эту зиму на улице. В основном, я думаю, из дачи. Потому что это до осени их содержат, потом отпускают и все. Всех отловленных в пригороде животных везут в столичный пункт передержки собак, где они проходят необходимые процедуры. Всего там содержится 1277 особей, причем 314 из них отловили с начала года. Мы попытались узнать, как устроена система взаимодействия городского пункта передержки с пригородами, но сотрудники отказались от общения с нашей съемочной группой, сославшись на карантин. Напомним, в декабре прошлого года у нескольких животных в ППЖ взяли пробы на наличие бруцеллеза. Сегодня эти собаки находятся на специально отведенной карантинной зоне. Остальные обитатели пункта содержатся в нормальных условиях и получают ежедневное двухразовое питание. Ну а специалисты в очередной раз подчеркивают, что рост числа собак на улицах – это в первую очередь ответственность нерадивых хозяев. Петр Васильев, Семен Семенов, Якутск.